Школьники Коми с началом учебного года снова начали погружаться в IT-технологии. Одними из первых урок цифры – это такой всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики – заслушали ученики столичной 12-й школы имени Олега Кошевого. Занятие прошло у девятиклассников. Ребята узнали, что такое искусственный интеллект, что знают и умеют IT-специалисты и где получать необходимые знания программирования. На сегодняшний день дети, они совершенно другие. Сегодня дети родились с кнопкой на пальце, и они чаще и быстрее, чем взрослые, разбираются во всех новых девайсах, во всех ноутбуках, во всей новой технике. Они быстрее, они сами обучают сегодня даже взрослых. И поэтому, конечно, дети быстрее вступают в контакт с техникой. Детям это интересно, это их жизнь. Цифровизация входит в жизнь с каждым днем все больше и уже применяется во многих сферах – быт, работа, ведение бизнеса, государственные структуры и документооборот. Урок проходит в форме увлекательного диалога. На этот раз ученики, к примеру, узнали, зачем нужен искусственный интеллект в медицине. Технологии помогают обрабатывать данные и оценивать состояние пациента, выдавать список предварительных рекомендаций. Также доктор удивил ребят тем, что искусственный интеллект скоро будет распознавать туберкулез, заболевания кожи, нарушение зрения и сбои в работе других органов, включая мозг. Урок цифры, он сам за себя говорит. Тема цифровизации актуальна, и поэтому мы сегодня говорили о машинном обучении и искусственном интеллекте. Но в первую очередь мы это проговаривали для того, чтобы ребята могли определиться, кем они хотят стать в будущем. Информационные технологии стремительно развиваются, создавая условия для дальнейшего прогресса сферы услуг, науки и техники. Приборы и функции, которые пару лет назад были плодом воображения, сегодня стали реальностью. Пространство вокруг становится все более технологичным. И сейчас для дальнейшего развития нужны новые специалисты. Поэтому урок цифры важен. Для ребят это отличная возможность попробовать себя в этом увлекательном деле. Возможно, среди учеников сидит будущий дизайнер виртуальных миров, сетевой юрист или цифровой лингвист.